Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в республике создан в форме некоммерческой организации. Цель фонда – создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и стимулирование внедрения ресурсосберегающих технологий, обеспечение ремонта многоквартирных домов, качественного ремонта, отвечающего требованиям энергетической эффективности. С начала наступившего года в Якутии начинает действовать новая региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Подробнее расскажет Владимир Ионин, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Якутии. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В чем суть новой программы? Насколько существенны изменения? Ну, изменения действительно произошли существенные. Мы пока единственные в стране, кто изменил региональную программу. Связано это совершенно с объективными фактами. Старая программа подразумевала очень большое количество ремонта домов в год. Ни для кого не секрет, что наш жилой фонд на территории республики уже достаточно старый, изношенный. Я не беру во внимание новостройки, которые сейчас тоже республика активно строится последние 20 лет, я бы сказал. А все, что было построено в 60-х, 70-х годах, с учетом того, что последние годы были далеки от нормативных в части эксплуатации этих домов, вызвано именно с тем, что нужно делать много. В 2022 году мы должны были отремонтировать более 1400 домов, чего нам точно было не по силам. Общая сумма на этот капремонт превосходила 22 миллиарда рублей. Нужно было, чтобы отремонтировать в 2022 году. Соответственно, таких средств тоже не предусматривается ни в казне, ни в республике. И федералы нам столько не выделят. Вот. Именно в связи с этим была пересмотрена региональная программа. Правительство республики пошло навстречу, все отнеслись с пониманием. 2021 год по исполнению регпрограммы мы финишировали 14% исполнения, а 2022 100% исполнение. То есть, получается, снизили число ремонтируемых домов, да? Нет, скажем так, мы, наоборот, увеличили количество домов, которые мы отремонтировали. Прошлый год финишировали 188 домов, 353 конструктивных элемента на общую сумму 1 миллиард 549 миллионов рублей. Достаточно большой объем работы был сделан. Повлияла ли экономическая обстановка в мире на ход работ в части программы капитального ремонта? 22 год, все знают, события произошли политического и планетарного масштаба. У нас в стране наблюдался рост цен на строительные материалы, на услуги и так далее. Начало года действительно было сопряжено со многими трудностями, потому что нужно было, ни для кого не секрет, что материалы мы завозим в большей части в нашу республику, строительные имею в виду. Везде цены подпрыгнули, очень многие поставщики продукции поначалу даже заморозили не только цены, но и отгрузки после повышения цен. Но ситуация выровнялась, год мы закрыли отлично. Столкнулись ли с трудностями? Если да, то как решали проблемы? Были ли срывы, как раз таки по нехватке строительных материалов и других, может быть, материалов? Действительно, да. Начало года выдалось достаточно сложным. Однако у нас предусмотрен механизм авансирования подрядных организаций. Законодательно предусмотрено, что мы можем авансировать до 30%. У нас существует два вида платежа. Это аванс до 30% и постоплата для подрядчиков. Максимально, кого можно было поддержать, мы поддержали. Успех в конце года случился. Кстати, об успехах. Какие успехи вы бы отметили за прошлый год? Насколько выполнили план? Вы уже сказали, что на 100%. На 100%. А по сбору взносов?
Что Тоже, кстати, наблюдается успех. Очень много самому правительства и мы провели разъяснительную работу. В конце года традиционно провели акцию «Прощенные дни». Собираемость за декабрь составила 142%. То бишь люди, которые имеют долги или кто имеет привычку платить, там, грубо говоря, раз в год, также у нас традиционно принято в Новый год без долгов переходить. Да, и мы приветствуем. Собираемость у нас перешла за 87%. Для нас это очень хороший показатель. Долги перед нами понизились по сравнению с предыдущим годом на 60 миллионов рублей. Мы добрали больше. Ну, это, соответственно, опять эти деньги пойдут в ремонт, в работы и так далее. Будем это все наблюдать в наших домах. Давайте, может быть, напомним нашим телезрителям, как идет начисление, плата, фонд капитальный ремонт, какие в среднем суммы у нас собирают с жильцов. Ну, в нашей республике принято 6 тарифов. 3 тарифа для жилых помещений. Здесь градация идет по видам домов. Деревянные дома, каменные дома без лифтов, каменные дома с лифтами. И также 3 тарифа приняты для нежилых помещений. Для юридических лиц, в принципе, тариф стоит дороже. Но опять, благодаря тому, что есть градация по тарифу, например, что дома с лифтами, в нашей республике вообще сняты вопросы по ремонту лифтового хозяйства. Очень, даже у наших соседей, дальневосточников, там, у хабаровчан, у приморчан наблюдаются сложности с заменой лифтового оборудования. У нас такой проблемы нет. Был ранее запущен пилотный проект, благодаря которому максимальное количество лифтов отремонтировано, и сейчас все идет только в плановом периоде. За 2022 год мы отремонтировали по лифтам 6 домов. Это были города Мирный и Якутск. Собственно, ничего сложного в этой части нет. Хочу отметить, что у нас очень много подрядных организаций в реестре добросовестных подрядных организаций в части именно лифтового хозяйства. Однако 2022 год выиграло наше местное республиканское предприятие, которое занимается обслуживанием, и они в течение 5 месяцев полностью завершили все работы, включая разработку проектно-сметной документации, прохождение экспертизы, сдали работы. Также хочу отметить, что мы начали уже успешно заменять газовое оборудование многоквартирных домов, что достаточно тоже очень сложный. С точки зрения исполнения конструктив действительно несложный, потому что только трубы да краны закладные через плиты перекрытия. Ничего вроде сложного нет. Но есть трудности с допуском в помещение, потому что по газу нужно заменять именно 100%. Внешне, может быть, и человек, собственник, обыватель не определит, что износ уже у системы газопроводов большой. Однако, когда происходит демонтаж старых труб, и вот в местах перекрытия или прохода через стен, там самые слабые участки, этого не видно, но это нужно делать. Регламент эксплуатации есть у всего. А вот что касается работы с подрядчиками, как находите подрядчиков, какие, может быть, меры применяете к недобросовестным подрядчикам, которые свои работы не исполняют должным образом? Замечательный вопрос. Хочу сейчас еще даже поблагодарить подрядчиков своих, которые у нас работают. С нами работают только те, кто прошел предварительный отбор. Вот. Предотбор ведет у нас Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в Республике Саха-Якутия. По законодательству предотбор может происходить не реже, чем раз в квартал. Только те подрядчики, которые прошли через предотбор, представили полный пакет документов и получили одобрение, положительное решение межведомственной комиссии на
на попадание в реестр добросовестных, только они могут у нас принять участие в капремонте. Мы проводим работы по разработке ПСД, разыгрываем конкурсы, по строительно-монтажным работам, по строительному контролю. Отдельно есть перечень подрядчиков, кто может заниматься лифтами, там достаточно сложный нормативный продукт, чем регулироваться. Пользуясь случаем, приглашаю желающих подрядчиков. Добро пожаловать. Рук рабочих не хватает. На 23 год планов еще больше. А вот что в этом году поменяется непосредственно для жильцов многоквартирных домов? Если все осталось так же, вот расскажите про систему, как вообще осуществляется капитальный ремонт, как работать с подрядчиками, с каких этапов идет работа? Ну, сейчас в 2022 году законодательство трансформировалось в части уменьшения сроков, например, размещения аукционов, чтобы они на площадке повисели, чтобы с ними ознакомились, на подписание договоров. Если раньше мы считали, что дорожная карта от момента, когда мы уведомили собственников для принятия решения о проведении капремонта до подписания финишных документов, там КС-2, КС-3, акт ВСН, дорожная карта составляла более 750 дней. То бишь более 2 лет сей процесс. Сейчас, благодаря тому, что конкурсные сроки сократились, этот срок заметно уменьшился. Но мы также все равно живем в краткосрочной программе. Краткосрочка у нас составляет 3 года. В текущем моменте краткосрочка 22, 23, 24 года. Вот 22 год исполнили, перешли на 23 год. В 22 году мы отремонтировали многоквартирные дома в 14 муниципальных образованиях. География достаточно большая. Мы ремонтировали в Верхнеколымском, Нижнеколымском районах, Усть-Алданский, Алекминский, город Якутск, город Жатай, Нерюнгринский, Алданский, Мирнинский, Ленский, Алекминский. Ну, практически по всей Якутии. Ну да, в принципе, да. И севера затрагиваем, и промышленные зоны, и центральную Якутию. Ну, вот что касается задач на наступивший год, можете озвучите главное? Да работать надо, засучив рукава, и пошли. Год начался, надо поспешать. Нынче еще год такой достаточно насыщенный. Обещает быть опять выборы в республике многоуровневые будут во многих муниципальных образованиях. В самой республике будем избирать наш парламент, нашего губернатора. В городе Якутске городские депутаты. Опять же, наши пожароопасные сезоны. Ну, много чего. Надо работать. Ну и в целом год труда, конечно, нужно Год труда, да. исполнять свои обязанности, добиваться новых целей. Да. Ну что ж, Владимир Владимирович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем достижения новых успехов. Ну и, конечно, чтобы все получилось, все планы обязательно были исполнены. Спасибо большое. Также, в свою очередь, пожелаю вам и вашему коллективу успехов в 2022 году. Подрядчиков приглашаю к нам приходить и работать. Граждан призываю терпения, потому что нам нужен доступ, нам надо с пониманием к нам отнестись. Мы только во благо, мы только в помощь. Спасибо. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.